Уважаемые слушатели, в предыдущих лекциях мы детально рассмотрели методологию проведения гендерного анализа, стратегических и бюджетных программ. В этой видеолекции мы поговорим о дальнейших действиях по интегрированию гендерного бюджетирования в бюджетный процесс, а также применении результатов проведенного анализа. Во время проведения гендерного анализа бюджетных программ могут проявляться неравенства в доступе женщин и мужчин из разных социально-демографических групп к получению услуг, финансируемых за счет бюджетных средств. С целью ликвидации этих неравенств и учета потребностей женщин и мужчин в будущем, администратор бюджетной программы должен принять решение о внесении соответствующих изменений в существующие бюджетные программы и также помнить об этих изменениях при формировании будущей программы. Государственный орган, администратор бюджетной программы, должен пошагово вносить изменения в стратегические документы, например, в стратегические планы развития территорий, а также в бюджетную программу после определения проблемы в результате проведенного анализа. Следует обратить особое внимание на то, что при организации этого процесса необходимо обеспечить тесную взаимосвязь между структурными подразделениями по вопросам экономики и финансирования и другими структурными подразделениями. Так, ответственный государственный орган должен определить, отражено ли решение, выявленное во время гендерного анализа проблемы в стратегических планах, и при необходимости принимать решение о внесении изменений в существующие документы. Так, нужно отразить результаты проведенного гендерного анализа в соответствующей части стратегического плана, например, в анализе сферы или проблемы. Ответственный государственный орган, администратор бюджетной программы, может уточнить существующие стратегические цели с учетом гендерной перспективы или добавить новую гендерно-чувствительную стратегическую цель, например, как это делает правительство Канады, направленную на решение выявленной гендерной проблемы. После этого необходимо определить, следует ли менять существующие показатели результата или добавить новые, гендерно-чувствительные, которые, в свою очередь, позволят осуществлять мониторинг и оценку достижения стратегических целей, направленных на удовлетворение потребностей мужчин и женщин, с учетом их принадлежности к различным социально-демографическим группам. После определения стратегических целей устранения гендерной проблемы, ответственный государственный орган должен внести соответствующие изменения в бюджетную программу, при выполнении которой возможно решить гендерную проблему или же уменьшить или устранить гендерные разрывы. Цель бюджетной программы должна описывать социально значимую пользу или благо, которые получит от этой деятельности общество, и должна содержать приоритеты и определить конкретные социально-демографические группы женщин и мужчин. Учитывая изложенное, если цель бюджетной программы не соответствует таким признакам, то ответственный государственный орган принимает решение о внесении изменений таким образом, чтобы цель предусматривала удовлетворение потребностей как женщин, так и мужчин, определенных социально-демографических групп, а также содействие программе равного и справедливого распределения ресурсов между женщинами и мужчинами. При этом следует учитывать, что равное распределение ресурсов – это распределение в соответствии с различными потребностями, а не соотношение 50 на 50 между мужчинами и женщинами. Стоит отметить, что цель может предусматривать ликвидацию гендерных неравенств, обнаруженных при анализе. После уточнения целей с учетом гендерной перспективы необходимо определить действия и меры в соответствующей отрасли, направленные на достижение гендерного равенства, либо же уменьшение гендерных разрывов. А также необходимо обоснование различных потребностей получателей государственных услуг или их групп. Следующим шагом необходимо перераспределить бюджетные средства в рамках имеющего ресурса, и делать это с целью устранения обнаруженной гендерной проблемы.
и также для достижения гендерно-чувствительной стратегической цели. В процессе внесения изменений в стратегические документы по результатам гендерного анализа важным является определение гендерно-чувствительных результативных показателей, которые будут характеризовать уровень достижения гендерно-чувствительных целей. Такие показатели позволяют определить эффективность мер и качество предоставления государственных услуг, которые направлены на удовлетворение потребностей и на достижение равных условий для реализации равных прав женщин и мужчин. Бюджетный кодекс Казахстана, глава 21, статья 112, гласит, что бюджетным мониторингом является регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета, а также данных по показателям результата, определенным в стратегических планах администраторов бюджетных программ. Итак, мониторинг означает, что это непрерывный, постоянный процесс сбора данных о расходах и показателях выполнения программы, достигаемых в ходе ее реализации. Если посмотреть на мониторинг с точки зрения гендерного бюджетирования, нам необходимо смотреть на двустороннюю стратегию, а именно первая часть такого мониторинга с точки зрения гендерного бюджетирования – это интеграция гендерной перспективы в процесс регулярного мониторинга в течение бюджетного цикла. Вторая, которая особенно интересна в контексте методологии гендерного бюджетирования, это ежегодный мониторинг прогресса показателей эффективности гендерного равенства, разработанных в рамках гендерного бюджетного анализа бюджетной программы. Результаты мониторинга дополняются пунктом относительно рекомендаций по дальнейшей деятельности, совершенствованию и выполнению программ. И если индикаторы показывают, что программа все еще не способствует преодолению гендерных разрывов, дальнейшие меры могут включать обзор существующих целей и мер и предложений по изменению их так, чтобы способствовать преодолению гендерных разрывов. Возможно, что показатели не являются четко определенными, тогда показатели тоже требуют пересмотра. Мониторинг гендерных показателей выполняется ежегодно, а осуществление гендерного анализа рекомендуется в среднем каждые 3 года. Суммируя вышесказанное, для интеграции гендерного бюджетирования в бюджетном процессе необходимо, во-первых, пересмотреть статистические и ведомственные формы на предмет внесения дополнительных показателей с разбивкой по полу, возрасту и другими факторами, необходимых для проведения качественного гендерного анализа как стратегических, так и бюджетных программ. Второе. Внести гендерно-чувствительные показатели в систему мониторинга и оценки программ. Третье. Цели стратегических программ и планов необходимо пересмотреть с учетом выявленных гендерных проблем в результате проведенного анализа. А деятельность и мероприятия в рамках программы должны учитывать гендерную перспективу и способствовать достижению гендерно-чувствительных целей. Четвертое. Определить потребности в перераспределении бюджетных средств в рамках имеющего ресурса с целью устранения обнаруженной гендерной проблемы и достижению гендерно-чувствительных целей. Интеграция гендерного бюджетирования во многом зависит от качества проведенного гендерного анализа. Поэтому, если вы ставите себе задачу интегрировать гендерное бюджетирование в ваши стратегические планы и бюджетные программы, вам необходимо прилагать очень много усилий для проведения гендерного анализа и делать это на постоянной основе.